Вот эта книга – это рассказ о том, как мы родились, как нация, как страна. Это было, смутное время, и в это смутное время мечта, которая будоражила умы белорусской интеллигенции, вдруг сбылась. Страна появилась. Было адчуванне, што сёння робіцца гісторыя, і ад твайго ўдзелу, ад тваёй грамадзянскай пазіцыі залежыць, якім будзе заўтрашні дзень тваёй краіны. Мы адчувалі сябе не нейкай ідэалагічнай абслугай. Мы ўсведамлялі сябе уладарамі дум. Мы распавядалі пра тое, што направду адбываецца. Отец начал снимать страну, республику БССР в 1988 году, когда он только приехал в Минск. И я решил закончить период в этой книге 1994 годом, годом президентских выборов. Потому что вот этот вот период с 88 по 94, он такой турбулентный, где была настолько насыщенная жизнь, и каждый день менялось все. Деньги, власть, взгляды. То есть люди жили в такое время водоворота. А Менск – гэта такі горад, я яго называю горад з-пад лба. Ён увесь такі, з-пад нахмураных броваў. Але ў 90-е ён быў больш вясёлы, адкрыты, разухабісты, хуліганісты ці што. А цяпер цэлафанавы пакет, хрусціць, але гэты пакет пусты. Фотографу надо было, условно говоря, снять хороший идейный репортаж о том, как празднуют, допустим, 1 мая. Руководство тебе говорит, ты должен принести репортаж о счастливой жизни в стране. И обязанность этого фотографа принести этот репортаж. Калі працуючы рэдактарам у газеце «Імя», я атрымліваў фотаздымкі ад Сергея, адно і тое ж пытанне вісела над сталом. Ад чаго адмовіцца? Кожны рэпартаж – завершаная гісторыя, кожны партрэт, характар у кожным кадры эпоха. І гэта не пафас, проста і яму, і ўсім нам выпаў такі час. Гістарычнага пералому, у якім усё важна. І пасля Сергея застаўся надзвычайны набор дакументаў, які фіксуе беларускі перыяд канца мінулага стагоддзя. Это 7 ноября 1989 года, а это 7 ноября 1990 года. Та же самая площадь, да, это была акция партии БНФ, устроенная в день Великой Октябрьской социалистической революции, когда сторонники БНФ просто пришли на митинг к сторонникам Компартии. И это было последнее празднование Великого Октября в СССР. Вот так оно прошло. Деревня Кожушки, Хойники, апрель 1993 года. Что там было, я не знал. Я подозревал, потому что Хойники – это уже причернобыльская зона. И надо было находить информацию о той съемке, что же это было. Это все-таки съемка в Чернобыльской зоне, и это Радуница, или что это? Приходилось просто ресерчить информацию для того, чтобы собрать о ней. Людям не интересно было снимать то, что, как они тогда думали, никто не увидит больше. Потому что Советский Союз казался вечным. Тогда зачем портить пленку? Если ты хочешь, если тебя что-то гложет, и ты хочешь рассказать, ты снимаешь сам для себя. И, может быть, когда-нибудь кто-то увидел бы эти фотографии.